Гендерное насилие – одна из самых распространенных нарушений прав человечества в мире. С ними сталкиваются все, но прежде всего женщины. Гендерное насилие представляет собой любой акт, который приводит или вероятно приведет к физическому, сексуальному или же психологическому вреду и страданию женщин. Это включает в себя угрозу насилия, принуждения или же самовольное лишение свободы, как и на людях, так и в личной жизни. В период пандемии количество фактов бытового насилия в стране увеличилось на 65%, при этом 95% жертв насилия составляли женщины. По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики за 2022 год было зафиксировано 3988 случаев насилия в семье и 254 случая похищения женщин для принудительного брака. Из них 84% были прекращены за отсутствием состава преступления. Слушай, я сегодня зарплату получил, вот, купишь для дома продукты? Знаешь, я тут в интернете одну подработку нашла, где я могу поработать дома, просто не выходя. И было бы неплохо, если бы я поработала. И тебе было бы легче, и я бы тоже могла себе позволить купить что-нибудь. Что? Зачем все это? Ну, у нас ладно. есть что покушать, есть что одеть, крыша над головой. Лучше маме помогай, занимайся домашними делами. Я все сказал. Моя кузен, зачем тебе эта работа? Закрой свой интернет. Вон, смотри, везде пыль. Иди, бери тряпку, убирайся. Закон Кыргызской Республики номер 184 о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин. Статья 24. В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Основные причины гендерного насилия в нашей стране являются стереотипов и незнание своих прав.